Оцените, пожалуйста, ситуацию на рынке вахтового труда в республике. Какое сейчас изменилось ли соотношение местных работников и приезжих из других регионов России, из стран дальнего зарубежья? Действительно ли приезжающим не надо платить северный? Поэтому, собственно, это всех устраивает, и работодатели тоже, а местные просто их не привлекают предложенные условия. Очень сложный многогранный вопрос. Тут в одном вопросе прямо несколько. Да, ну, во-первых, конечно, уровень количества вахтовых работников снизился. В прошлом году были закрыты отдельные перевозки, было из-за коронавирусной пандемии меньше возможности переезжать из региона в регион. Конечно, сейчас вахты из других регионов страны работает людей меньше. Меньше их и из зарубежных регионов. Что же касается того, кто именно работает, я думаю, что надо обязательно говорить о той позиции, которая занимает правительство Республики Коми. Мы всегда рады квалифицированным кадрам. Поэтому мы участвуем в двух программах. Одна называется «Привлечение в республику соотечественников». Там требуются люди, которые были бывшими гражданами Советского Союза, но у которых есть высшее образование по отдельным специальностям. И в программе, которая в 2021 года начинается, повышение трудовой мобильности, когда мы ждем людей, опять же, высококвалифицированных специалистов из других регионов и готовы государство платить им деньги за их социально-бытовое обустройство. Ну, например, платить им аренду жилья на первое время. Это происходит ровно лишь потому, что рынок труда и в Республике Коми, и вообще в любом регионе Российской Федерации он является непостоянным. Когда появляется новый проект, если он ограничен во времени, то не всегда правильно подготовить здесь, условно говоря, в университете новую группу людей, которые будут получать эту профессию. Проект будет, условно говоря, 2-3 года, люди поработают и останутся без работы. Чтобы этого не было, делается иначе. Действительно, если требуется, условно говоря, да, люди, которые будут на неограниченный срок, мы ищем их здесь. Хороший пример — Сосногорский тепличный комбинат. Нам нужны были овощеводы. Они всегда будут работать на Сосногорском тепличном комбинате. Мы всегда с помощью нашей системы образования готовили их исключительно из граждан Сосногорска, Ухты и других прилежащих районов. А вот для строительства самих корпусов комбината, когда нужно было собирать сложные металлоконструкции, да, приезжали, поскольку это буквально 2-3 месяца было, бригады квалифицированных рабочих из других регионов. Было бы странно готовить ради 2-3-месячного строительства по особым технологиям, с особыми грунтами, с особыми материалами людей, которые бы построили и остались бы в дальнейшем без работы. Поэтому, конечно, мы всегда квалифицированных работников ждем. И более того, ну, наверное, просто не все знают, потому что это не самая часто обсуждаемая тема, но правительство Республики Коми давно уже издало постановление, по которым таким квалифицированным специалистам северные надбавку платят по отдельным специальностям с первого дня их привлечения. То есть никакой экономии здесь не требуется, не ради экономии, а ради восполнения того дефицита кадров, который есть, люди приезжают к нам в республику. Нам очень приятно, что и наши специалисты выезжают в соседние регионы, там налаживают определенные процессы, потому что они более опытны, потому что они смогли это делать уже в Коми, а потом возвращаются и продолжают свою работу в нашей республике. В принципе, здесь, наверное, мы должны говорить о том, что те регионы, с которыми мы крепко связаны территориально, такими как Архангельская область, Кировская область, у нас такой взаимообмен удачный происходит.